Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял первого заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амину Мухаммед, прибывшего в Душанбе для участия в первой международной конференции по сохранению ледников. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными институтами. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что благодаря плодотворному взаимодействию Таджикистана с ООН инициативы нашей страны в области водных и климатических вопросов получили широкую международную поддержку. Особое внимание было уделено вопросам повестки первой конференции высокого уровня по сохранению ледников, которая проходит в Таджикистане. Было подчеркнуто, что Таджикистан неизменно сотрудничает с международными партнерами, в том числе с институтами Организации Объединенных Наций в целях обеспечения мира и стабильности в мире. Одной из ключевых тем беседы стало конструктивное и широкое сотрудничество в области водных и климатических вопросов, а также новая международная инициатива Таджикистана совместно с Французской Республикой по принятию резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о десятилетии криосферных наук. 29 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана ЭСКАТО Армиду Саусю Али Шахбану, прибывшую в Душанбе для участия в первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что Таджикистан высоко оценивает вклад организации, особенно ее экономической и социальной комиссии, в развитии различных отраслей. Особое внимание было уделено решению актуальных глобальных проблем, в том числе вопросам водно-климатической повестки, а также рассмотрению предложенной Таджикистаном резолюции на тему укрепления сотрудничества в вопросах водных и климатических ресурсов в регионе Азии и Тихого океана. Обсуждены также вопросы развития инфраструктуры и создания региональных логистических центров, обеспечения доступа к устойчивым источникам энергии, развития сельского хозяйства и создания новых рабочих мест. Было подчеркнуто, что Таджикистан, как страна, не имеющая выхода к морю, удовлетворена выполнением программ комиссии в таких направлениях, как выпуск зеленых облигаций, безбумажная трансграничная торговля, финансирование энергетического сектора, реагирование на чрезвычайные ситуации, привлечение прямых инвестиций, внедрение цифровых технологий, а также поддержка проектов зеленого транспорта. Как сообщалось, накануне председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, совершил официальный визит в город Москва Российской Федерации. Наши коллеги расскажут подробнее о результатах данного визита. 28 мая председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, прибыл в Москву с официальным визитом. В международном аэропорту Внуково-2 города Москвы высокочтимого гостя тепло встретили заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и другие официальные лица. Официальный визит председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали в Российскую Федерацию, начался с возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском парке города Москвы. Председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, возложил венок к вечному огню и почтил минутой молчания память героев Российской Федерации. На церемонии председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Ули Республики Таджикистан, уважаемого Рустами Эмомали, сопровождали высокопоставленные представители Совета Федерации. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в рамках официального визита провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, уважаемой Валентиной Матвиенко. Вначале состоялась отдельная беседа уважаемого Рустами Эмомали и уважаемой Валентины Матвиенко, после чего переговоры продолжились с участием делегаций обеих сторон. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, а также актуальные региональные и международные темы.
Было подчеркнуто, что Таджикистан придает первостепенное значение развитию и расширению всестороннего взаимного сотрудничества с Россией, в том числе в таких сферах, как политика, торговля и экономика, культура и гуманитарные связи, наука и техника, военное и военно-техническое сотрудничество, а также в других актуальных направлениях. С удовлетворением была отмечена текущая динамика межпарламентского диалога между двумя странами, в том числе в рамках комиссии по сотрудничеству между Маджлисом Милли и Советом Федерации, а также межпарламентского форума «Таджикистан и Россия. Потенциал межрегионального взаимодействия». Стороны дали высокую оценку уровня нынешних отношений между Таджикистаном и Россией, основанных на традициях взаимопонимания в равноправии и взаимного доверия, которые последовательно укрепляются благодаря совместным усилиям лидеров двух государств, уважаемых Эмомали Рахмона и Владимира Путина. В ходе переговоров обсуждались текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества в таких перспективных сферах, как торгово-экономическое взаимодействие, энергетика и промышленность. В этой связи было признано важным создание благоприятных условий для расширения взаимодействия между регионами двух стран. Обе стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, включая практические связи в области образования, культуры и туризма. Кроме того, в рамках встречи состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам трудовой миграции и другим темам, представляющим взаимный интерес. Также в ходе встречи было обращено внимание на объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников и назначение проведения в этой связи международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в Душанбе. В процессе беседы особое внимание сторон было уделено вопросам безопасности, росту транснациональных угроз, а также текущей ситуации в Афганистане и регионе в целом. По итогам переговоров стороны подтвердили свое обоюдное и позитивное видение перспектив стратегического партнерства между двумя странами и выразили уверенность в том, что официальный визит уважаемого Рустами Эмомали в Российскую Федерацию откроет новую страницу в истории таджико-российских двусторонних отношений. В завершении встречи уважаемый Рустами Эмомали пригласил Валентину Матвиенко с официальным визитом в Таджикистан. В рамках парламентских встреч и переговоров между Таджикистаном и Россией председатель Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан уважаемый Рустами Эмомали посетил здание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, где ознакомился с фотовыставкой, посвященной межпарламентскому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией, и оставил запись в книге почетных гостей. В рамках официального визита в Российскую Федерацию председатель Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали встретился с президентом Российской Федерации уважаемым Владимиром Путиным. В начале встречи уважаемый Рустами Эмомали передал теплое приветствие и искренние пожелания президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона, президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Путину. На встрече был обсужден широкий круг вопросов стратегического партнерства и союзничества Таджикистана и России. С удовлетворением было отмечено, что межпарламентские отношения двух стран постоянно выходят на качественный уровень. Была подчеркнута положительная тенденция взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной сферах, достигнутой в результате регулярного и доверительного политического диалога на высшем уровне. В этой связи уважаемый Рустами Эмомали еще раз напомнил об успешных результатах недавнего официального визита президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Россию, и поблагодарил президента Российской Федерации уважаемого Владимира Путина за поддержку и внимание к реализации двух важных социальных проектов в городе Душанбе – здание Российского государственного театра имени Маяковского и Центра одаренных детей «Сириус». С упоминанием огромного неиспользованного потенциала было сочтено целесообразным расширить деятельность Межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству для дальнейшего укрепления связей двух стран во всех сферах сотрудничества. Другими темами обсуждения сторон стали вопросы трудовой миграции и направление усилий на решение наболевших вопросов этой сферы. Также состоялся обмен мнениями относительно политической ситуации в мире и регионе, в том числе вокруг нестабильной ситуации в Афганистане и других актуальных вопросов международной повестки дня. В рамках официального визита председатель Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали встретился с председателем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.
В ходе встречи была обсуждена нынешняя ситуация и перспективы двухсторонних отношений Таджикистана и России. Стороны уделили особое внимание расширению межпарламентских связей, Маджлисе Милли и Государственной Думы выразили уверенность, что эти связи будут способствовать поднятию уровня многостороннего партнерства двух государств на более высокий уровень. Другими темами обсуждения стали вопросы регулирования миграции и расширения культурно-гуманитарных связей между двумя странами. На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим интерес, в том числе по вопросам международной повестки дня. В Национальной библиотеке состоялся форум «Женщины в сохранении ледников» в рамках параллельных мероприятий Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. Также под председательством Республики Таджикистан состоялся диалог женщин Центральной Азии-2025. В Национальной библиотеке состоялся предконференционный форум «Женщины в сохранении ледников» в рамках параллельных мероприятий Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников. В это же время официально стартовал диалог женщин Центральной Азии-2025 под председательством Республики Таджикистан. Данное мероприятие состоялось в рамках Международной конференции по сохранению ледников, которая является первой международной конференцией высокого уровня Организации Объединенных Наций по сохранению ледников во всем мире. Следует отметить, что основная цель конференции – привлечь внимание международного сообщества к проблеме сохранения ледников, влиянию на них изменения климата и глобального потепления. Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан на конференции под названием «Женщины в сохранении ледников» собрал представителей государственных структур, международных организаций, научных учреждений, гражданского общества и активной молодежи страны для обмена мнениями. На форуме обсуждались темы «Роль женщин в предотвращении изменения климата и адаптации к нему», конструктивные инициативы женщин в защите ледников, а также особое внимание было уделено влиянию изменения климата на жизнь женщин и девочек, особенно в сельской и горной местности. На мероприятии заместитель премьер-министра Дилрабо Мансури высоко оценила роль высшего политического руководства страны, в частности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в защите ледников. В Национальной библиотеке Таджикистана в рамках международной конференции высокого